Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые любители спорта. Вы смотрите еженедельную программу про спорт. Ангушт одержал победу над Астраханью. Матч проходил в рамках второго тура «Лион» второй лиги «Дивизион Б» на стадионе имени Колосова в Астрахани. Игра выдалась достаточно напряженной. В первом тайме было много контратак, но, несмотря на это, ворота обеих команд оставались нераспечатанными. Первый и единственный гол матча забил защитник Ангушта Гарис Султанов на 60-й минуте. По оценкам комментаторов, Ангушт играл самоотверженно. Матч завершился со счетом 1-0 в пользу назрановцев. Напомню, в матче первого тура второй лиги России «Дивизион Б» группа 1 назрановский Ангушт на поле Анжи-арены в Каспийске обыграл Хасавюртовскую Победу со счетом 1-0. Единственный мяч на 40-й минуте забил Шарип Юсупов. Этот гол принес Ангушту 3 очка в выездной встрече. Это межсезонье стало для Ангушта временем перемен. Состав обновился примерно на 80%. В Ингушетии завершился турнир по комплексному единоборству среди юношей памяти погибших сотрудников правопорядка. В зале школы Олимпийского резерва Назрани собрались около 100 спортсменов от 9 до 19 лет. Там разыгрывали медали в 60 весовых категориях, участвовали практически все клубы смешанных единоборств в республике. Соревнования показали, что комплексное единоборство в Ингушетии – это не просто спорт, а школа жизни, мужества и уважения к старшим. Каждый участник получил бесценный опыт. Победители поедут представлять республику на окружной этап. В Магасе на базе первой школы прошел шахматный турнир, собравший более 60 юных интеллектуалов. Организаторами выступили Федерация шахмат республики, шахматный клуб «Этюд». Более 60 участников состязались в двух возрастных категориях – до 10 и до 15 лет. Главной особенностью турнира стала швейцарская система, популярный формат, позволяющий провести соревнования с большим количеством участников за ограниченное число туров без выбывания проигравших. Пары для каждого следующего тура формируются на основе набранных очков. Сильные играют с сильными, что делает борьбу максимально захватывающей и справедливой. Организаторы отметили высокий уровень подготовки участников. Победители и призеры в обеих возрастных группах получили заслуженные награды. 9 турниров по настольной игре «Легенды Кавказа. Эхо древних гор» пройдет по Северокавказскому федеральному округу. Игру разработали команда студентов лаборатории медиа и дизайна СКФУ. Благодаря грантовой поддержке Росмолодежь «Гранты». Накануне они приехали к воспитанникам культурно-досугового центра Малгобекского района. Правила простые. В игре могут участвовать от 2 до 7 человек. Каждый выбирает героя, а цель – собрать 3 элемента, символизирующие разные республики. Побеждает тот, кто сделает это первым. Но даже после выявления победителя игроки могут продолжать сражение за 2-е и 3-е место. Игру создавали полгода, и, судя по реакции детей, она удалась. Авторы проекта уже показали игру в Нальчике, Владикавказе. Теперь добрались до Ингушетии. Впереди Грозный и Махачкала. Победителей наградили грамотами. Ингушские боксеры завоевали 5 наград на открытом турнире в Ессентуках. Абдулмалик Евлоев, Акраман Муцольгов и Муслим Аушев сегодня в нашей студии. Дорогие друзья, ассаламу алейкум, приветствую вас в студии программы про спорт. Начнем с самого старшего, наверное, да? Абдулмалик, расскажи вообще, как давно ты занимаешься спортом, а потом уже плавно перейдем к нашему турниру. Как ты пришел вообще в бокс? Бокс пришел из-за того, что отец водил всегда брата. Он ходил на 2 года старше, чем я. И через 2 года примерно мне тоже захотелось пойти на бокс. И я там хорошо выступал. И, в общем, на бокс хожу уже 8 лет. А сейчас тебе сколько? 16. 16, да. То есть половину твоей жизни ты посвятил, можно сказать, боксу, да? Да. А до этого каким-то другим видом спорта занимался? Занимался борьбой 2 года в младших классах.
И Вольной или классической? вольный. Вольной. Ага. Так, а почему так получилось, что ты перешел? Нам давали выбор, куда хотите пойти. Меня больше всего на бокс потянуло. Так, а что касается соревнований, которые проходили в Ессентуках, расскажи, как они прошли для тебя, с кем ты вышел в ринг, против кого? Для меня прошли очень даже хорошо. Я дрался против ставропольца, 53 килограмма, 2010 год. Выиграл досрочно за 36 секунд. Твой ровесник, получается? Да. Как ты считаешь, благодаря вот чему ты выиграл, чему ты победил? Это хорошая подготовка, заслуга тренера или же твой настрой? Заслуга тренера в первую очередь, Аушу Тимура и Бокова Хусейна за то, что помогали нам справиться со всеми трудностями. Без них мы бы такого не смогли бы, наверное. И заслуга, конечно, близких, которые всегда поддерживали нас. Наверное, все. А как долго ты вообще тренировался, готовился к этому турниру? Турниру, примерно месяцев 6 готовился, И ты доволен результатом? конечно. А как ты считаешь, вот дальше какие у тебя перспективы? Ты сможешь пойти выше? Смогу. Наверное, поступлю в спортивный колледж в Москве, и там буду дальше развиваться по боксу. Вот когда ты выезжаешь на соревнования, кто тебя поддерживает? Может, кто-то из родственников с тобой едет или же Ездит из дома тебя поддерживает? Отец ездит, и мать поддерживает, бабушка с дома. А это какие соревнования по счету у тебя? 23-й. А сколько медалей, помнишь ты? Или ты не считаешь медали? Много не считаю. Много. есть. Ну, в твоем возрасте это хорошие результаты, я так думаю. Акраман, расскажи, как для тебя прошли эти соревнования? Кто был твоим соперником? Алхамдулillah, соревнования прошли успешно. Я сделал 2 боя. Первый был хорошо подготовился, в финале хороший был со мной, тоже подготовился хорошо. Но мы подготовились лучше, занимались, трудились, за это мы выиграли. Первое место? А раньше вот в других турнирах, на других соревнованиях, какие места ты занимал? Я был примерно 15 раз на соревнованиях, одержал из них 13 побед, 2 поражения. Кто тренер? Аушев Тимур, Боков Хусейн, Бархой Мустафа. И как они тебе? Очень хорошие тренера, каждый раз поддерживают в любом месте. Акраман, расскажи, как ты пришел в спорт, и в частности в бокс? Я пришел в бокс 4 года назад. Мой брат ходил, 2 брата ходили. Они 2 года ходили. Потом я тоже хотел туда пойти. Потом я с ним пошел. Еще один совсем юный гость у нас в студии, Муслим Аушев. Муслим, расскажи, как в таком юном, совсем молодом возрасте ты умудрился принять участие и победить на таких серьезных соревнованиях? Как у тебя это получилось? Я очень много работал, смотрел за своим братом. За братом наблюдал, смотрел, тебе понравилось? Да, Так, и ты тоже решил боксировать. Сколько тебе лет? 8, 8 лет. Это первые твои соревнования? да, И ты сразу же победил. Какое место ты занял? 1 место. Молодец какой. А кто был твоим соперником? Кто вышел против тебя в ринг? 2018 год, Угу. 28 Килограммов, наверное. килограммов. Ага. Так. Сильно дрался? он? Ставропольца. Из Ставрополя был, да? Ага. А сильный был соперник? Нет, Нет? А как ты победил? Расскажи нам. Мне и нашим телезрителям очень интересно, как ты там дрался. я очень много трудился на тренировках, и такими темпами я победил. Мгм. А как именно ты победил? Какой удар? Что? Как? Нокаут был? Был. Какой? Правый, левый? Помнишь? Правый. Правый, да? Мощный был, да, у тебя удар? Поэтому с ног свалил ты его? Нет, Нет?
53 секунды снял. За 53 секунды. Ничего себе. Первые соревнования за 53 секунды. Ну, действительно, ты хорошо занимался. А кто тренер? А еще Тимур Боков Хусен. Тимур твой дядя, наверное, да? Нет, папа. Папа? А, ну понятно все. Всю свою энергию, все силы в сына вкладывает, наверное, да? А слушаешься ты папу как тренера? Да, Боишься? да. А что тебе папа говорит? Дома что говорит? На тренировках понятно. Научись драться, и ты будешь драться сильно и победишь все соревнования. Да, он прав. А сколько у тебя братьев? 2. 2 брата. Старшие они, да? Нет, один младший, один старший. Старший занимается боксом. А сколько ему лет? 17. 17. Хорошо боксирует твой брат? Да, Тоже, наверное, в соревнованиях принял участие. да. Почти. А как часто ты тренируешься? Каждый день? Вторник, среда, четверг, субботу. А в школу ходишь ты? Да, Какой класс? 2. 2 класс. А ты, получается, уроки делать и заниматься? Да. А дальше что ты планируешь? Кем ты хочешь стать? Ты совсем еще юный, тебе 8 лет только. У тебя уже есть результаты хорошие. Какие планы у тебя на жизнь? Стать в будущем победителем Европы. Так, а дальше что? Сейчас чем ты занимаешься? Тренируешься, готовишься к следующим соревнованиям? Да, Когда они будут? пока еще неизвестно. Но ты будешь, да, участвовать? Да. Ну что ж, на это все. Это Бахловшин. Был рад пообщаться с вами. Желаю вам удачи, успехов. Побольше тренируйтесь, слушайтесь своих родителей, своих тренеров. Муслим, ты слушайся папу и тренера в одном лице. Желаю вам побольше побед. И после очередных соревнований жду вас в этой студии. Расскажете все так же поподробнее. Башклушан, да, Рясал. Да, Раз. Уважаемые телезрители, на этом наша программа подошла к концу. До встречи в эфире.